Приветствую всех слушателей самого крымского в мире радио Крым Реалии. В студии для вас работает Сергей Громенко. Напомню, что на полуострове можно нас слушать на частоте 648 АМ круглосуточно и онлайн на сайте Крым Реалий. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook, YouTube страницах Крым Реалий. Задавайте ваши вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 810 06 926, если вы на полуострове, 044 490 2905, если вы на материковой части Украины. С 26 октября мы выходим с понедельника по пятницу утром в 9, а вечером в 19:00, и мы начинаем. Итак, 4 ноября в России выходной. Это День народного единства, установленный в память о событиях Смуты 1612 года. С 2014 этот праздник отмечается и в аннексированном России Крыму. Действительно ли этот день объединяет все народы, живущие в современной России, или только часть? Как декларируемое народное единство соотносится с преследованиями некоторых народов Крыма, прежде всего крымских татар? Стало ли 4 ноября по-настоящему праздничным на полуострове, и как связано между собой народное единство и русский мир? Об этом мы будем говорить в нашем эфире в течение следующих 45 минут с гостями. Вначале небольшая справочка о том, как этот день должен отмечаться сегодня, 4 ноября 2020 года. Поскольку из-за эпидемиологической обстановки невозможно проводить большие мероприятия офлайн, как это было ранее, то большая часть мероприятий пройдет онлайн. В этом году, по сообщению Максима Ксензова, заместителя министра культуры Российской Федерации, планируется провести более 5000 мероприятий, экскурсий, лекций, мастер-классы, творческие встречи и многое другое. Кто представит свои мероприятия? Это Камчатский театр драмы и комедии, Саратовская филармония, Национальная библиотека Республики Саха-Якутия, Симферопольский художественный музей, музей Фаберже, Пензенская картинная галерея, Владимирский академический областной драматический театр и некоторые другие. 40 трансляций учреждений культуры будут на лайв в портале Культура РФ. Ну и, конечно, в официальных группах в соцсетях. По словам Сергея Перова, первого заместителя руководителя Департамента культуры Москвы, в Ночи искусства в этот день будут участвовать музеи, выставочные центры и библиотеки. Но разножанровость культурных событий и Ночи искусства, такое проведение акций в День народного единства сформировали слоган акции в этом году «Искусство объединяет». Начальник управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати Юрий Пуля акцентировал внимание на реализации программы поддержки национальных литератур. Сергей Судариков рассказал о фотовыставке «Россия. Полет через века», которая пройдет в 85 регионах России и в Крыму. Жители увидят ее на центральных площадях городов, выставочных залов музеев, библиотек и в терминалах аэропортов. Вот цитирую. Проект стал частью праздника. Создавая выставку, мы хотели, чтобы жителям Севера стал ближе южный берег Крыма, а калининградцам не пришлось лететь на Камчатку, чтобы увидеть ее вулканы. Информация о выставке нашла живой отклик в регионах, и мы благодарны администрациям республик, краев и областей и всем причастным за предоставленную возможность ее продемонстрировать. Так, и у нас уже есть первый гость, это Игорь Чубайс, российский философ и публицист. Игорь, здравствуйте. Доброе утро. Начнем мы с того, что послушаем, официальную позицию российских властей, а именно депутата Государственной Думы и члена Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Виктора Водолацкого, который 2 ноября, то есть буквально 2 дня назад, в эфире телеканала Дон-24 рассказал о том, как он появился, этот праздник, День народного единства, как он набирал популярность россиян, а потом обсудим и его слова, и всю эту тему в целом. Давайте. Другая часть считала, что 4 ноября – это замена 7 ноября. Ну и оставшая часть считала, что это просто еще один выходной день. Но в процессе работы нашего Совета, очень активной, в регионах были созданы подразделения, которые занимаются в том числе межнациональными отношениями. И за этот период времени ситуация в корне поменялась. Как раз и события 30-летия Великой Победы, и Крымская весна – это все слагаемые объединения нашего гражданского общества. И на сегодняшний день День народного единства – один из главных государственных праздников России стал. Самой прочной основой силы и могущества нашей Родины во все времена. Наши предки, живущие сегодня. И на сегодняшний день более 90% населения России
уже четко понимает, что 4 ноября – это не просто день Казанской иконы Божьей Матери, православный праздник, но это день всего нашего национального народа. Итак, это был Виктор Водолацкий, депутат Госдумы и член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. И вот я спрашиваю у нашего спикера Игоря Чубайса, российского философа и публициста, вот этот праздник, 4 ноября, который вот сейчас в этом году, это уже такой промежуточный юбилей, 15-летие, он стал по-настоящему народным. Вот Виктор Водолацкий говорит, что раньше было, значит, там 10%, а потом стало вот сейчас 90% россиян, которые за этот праздник. Вот это действительно так? Или это, в общем-то, российской власти так хочется, чтобы это было? Но, на мой взгляд, смысл этого праздника толком не объяснен. Люди плохо понимают, что происходит, что отмечается, что это за празднование. И до конца вопрос не разобран. Но я могу сказать, что вообще смысл этого праздника, подлинный смысл, просто в том, что Русь спаслась, исцелилась, освободилась от неверных, и они были изгнаны из Кремля. Но это очень короткое определение. А что же, собственно, происходило? Вообще, сама история празднования, она показательна. В России примерно 250 лет до большевиков этот день отмечался как великий праздник. С приходом большевиков Ленин принял такой план монументальной пропаганды, по которому вся история была перечеркнута. Памятники были разрушены, музеи были уничтожены. Вот в Суздале находился мавзолей Дмитрия Пожарского, который возглавил народное ополчение, спасшее Русь от пришельцев. Этот мавзолей большевики уничтожили полностью до основания, ничего там не осталось, и никакого празднования 4 ноября не было. После распада Советского Союза не сразу, а через несколько лет, с 2004 года, было предложено вновь отмечать этот праздник. Праздник, как его назвали, День народного единства. Почему в 2004 году вдруг об этом вспомнили? Есть разные версии. На мой взгляд, вполне убедительно выглядит такое объяснение. Это был год первого Майдана. Путин категорически опасался всяческих революций и потрясений, и поэтому 7 ноября в России надо было прекращать как-то праздновать, а чем заменить. И решили, что вот 4 ноября, день изгнания католиков из Кремля, это как раз подходящая дата. Но вот теперь одновременно в России вместе с празднованием Дня народного единства чествуется Иван Грозный. И ставятся новые памятники Ивану Грозному. Абсурд заключается в том, что именно Иван Грозный породил смуту, которая привела в конце концов к победе народа, к победе народного ополчения. Вот об этом чуть подробнее, что ж такое, что происходило при Иване Грозном и почему возникла смута. Дело в том, что Иван Грозный, который жил в XVI веке, он умер в 1584 году, это первый русский царь-абсолютист. Он подчинил себе всю власть, все ветви власти, все ветви общественной жизни. И церковь, митрополит Филипп он удушил его руками Малюта Скуратова, потому что церковь очень отрицательно относилась к тому, что Грозный бесконечно то женится, то разводится, то женится, то разводится. Это нарушало православные правила. Кстати, обратите внимание, все русские цари были или великие, или мудрые, или красное солнышко. Единственный русский царь, который имел такое страшное прозвище Грозный, вот это как раз Иван IV. И значит, он переругался с властью, с армией, стрельцы были отодвинуты, появилось новое подразделение опричники, которые вообще действовали без всяких законов, без всяких правил. Правда, опричники, существует миф, что это будто бы чуть ли не вся наша история. На самом деле опричники просуществовали 7 лет всего, и потом разбежались, были абсолютно неэффективны, и все рассыпалось. Так вот, повторяю, что Иван Грозный жил по принципу «Россия есть Грозный». Нет Грозного, нет России. Этот принцип сегодня, между прочим, повторен. Только не от Грозного, а от Путина.
И такая форма правления, такая форма концентрации власти, абсолютизм, она может работать, хотя она, конечно, неэффективна, но она совершенно ужасна. Все проблемы возникают тогда, когда правитель исчезает, когда он умирает. Вообще такой тип правления Грозного связан с тем, что он тяжело болел. Вот Колумб привез в Европу сифилис, и Грозный, как показывает, ну, например, такой исследователь Валерий Новоселов, он пока доказывает, что Грозный и Ленин страдали одной и той же тяжелой болезнью, нейросифилиса мозга. А это не слухи, это не миф, это, в общем-то, доказано. И это ведет к страшной агрессивности, к приступам такой жестокости. И вот Грозный, повторяю, все это подчинил себе, и когда такой правитель уходит из жизни, то рассыпается государство, потому что те структуры, которыми он командовал, большими никто не командует, альтернативных структур не существует, и с уходом Грозного из 6 его детей уцелел только один, выжил только один, Федор Иоаннович, и был он человек болезненный и тоже правил недолго. С этого момента в России началась смута. То есть появились какие-то... Один из его детей, Ивана Грозного Дмитрия, в младенчестве то ли умер, то ли был убит, исчез, да, с политической карты, так сказать, России. Вот появились самозванцы, которые говорят, что я-то и есть Дмитрий, я настоящий Дмитрий, один Лжедмитрий, другой Лжедмитрий. Поляки пришли, шведы непонятную позицию заняли. Началась смута. И вот эта смута могла привести к тому, что русское государство просто исчезло с карты, просто перестало существовать. И когда религиозный лидер, который был в заключении, Гермоген, посылал записочки через своих помощников: создавайте ополчение, поднимайтесь, спасайте Русь. И русская церковь спасла Россию, возникло первое народное ополчение Липунова. Там, кстати, было много очень выходцев из с левого берега Днепра, но первое ополчение не смогло спасти Москву, и появилось затем второе ополчение во главе с Мининым и Пожарским, которое дошло до Москвы, которое изгнало поляков и восстановило нормальную власть. Вот с этого момента, с 1612 года, Русь спаслась, Русь возродилась, и этот день изгнания из Кремля, он отмечался как огромный праздник, как очень важный праздник. Ну а в сегодняшней России фактически вот с приходом, не в сегодняшней, а с момента захвата власти большевиками, мы имеем вторую смуту, потому что нет нормальных законов, нет правового государства, нет норм. И сегодня у нас говорят о вертикали власти, о том, что Путин создал вертикаль власти. То есть вот это и есть абсолютизм, когда все уровни власти, когда все этажи власти подчиняются одному человеку. Ведь люди с головой, с идеями, с предложениями, они есть в разных местах, в разных регионах, на разных уровнях, но они как бы должны молчать и выполнять волю одного начальника. Вот в этой ситуации самое опасное, самое страшное, это что будет после ухода Путина. И многие исследователи, многие политологи говорят о том, что Россия может вновь оказаться в ситуации смуты, потому что у нас нет альтернативных структур, нет альтернативных политических сил, нет альтернативных политических организаций. У нас все подчинено одному человеку. И это создает огромное напряжение в стране. Это впервые, так сказать, появилось как раз с приходом Ленина, захватом власти большевиками. Это фактически проблема сохраняется по сей день. И если в 1991 году уже произошел распад страны и образовалось 15 государств, то в ряде государств прошел демократический процесс, проходит процесс демократизации. И в Украине, и в Эстонии, и в Латвии, и в Литве. Сегодня
белорусская революция имеет целью просто переход к правовому демократическому государству. В России этот вопрос не решен, и проблемы у нас остаются, и можно говорить о таком не просто политическом кризисе. Кризис – это когда он продолжается 5, 7, 10 лет, а наш сверх-суперкризис, единственная ситуация в Европе, когда целый народ оказывается в тяжелейшем положении на протяжении целого столетия. Вот рассказать обо всем этом, объяснить сегодня, что же такое День народного единства, откуда он появился, и что сегодня мы празднуем, и какие сегодня у нас проблемы. Пропаганда не может, поэтому вот у нас и Грозного чествует и День народного единства. Это понятно, но вот... Если уж так проводить такую вот параллель с событиями 1612 года, тогда все-таки идея возрождения монархической власти русского царя и православия, она объединила вот довольно разнородные слои российского общества в первом ополчении и во втором ополчении. Сегодня в современной России есть какая-нибудь идея, которая может объединить условных консерваторов и либералов, вот тех, кто там за вертикаль, и тех, кто, значит, иностранные агенты, для того, чтобы потом, вот если принять вашу версию, что смута все-таки будет после ухода Путина, чтобы возродить Россию в новом качестве? Или такой идеи, которая была в 1612 году, нет? Да, очень хороший вопрос, я попробую на него коротко ответить. Значит, конечно, такая идея есть, она вытекает из всей нашей истории, об этом написан ряд работ, ряд книг. Это называется русская идея или скрепа, или российская идея, российская идентичность. Ее можно высчитать, определить, и это, так сказать, сделано. Но власть хочет такую идею навязать, которая идет сверху, которую она выдумывает, которая не вытекает из истории, из культуры, из традиций, а которая навязывается руководством. И вот в Советском Союзе это была коммунистическая идеология, миф о строительстве светлого будущего и коммунизма. Но этот миф рухнул, и вот сегодня власти нужен новый какой-то миф, потому что вот такая идеология тоталитарная, авторитарная, она делает ненужным выборы, демократические не нужны, потому что если мы строим самое светлое будущее, то вожди такого строительства, они просто святые фактически, это неприкосновенные люди. Но сегодня нет мифа о коммунизме, выборов у нас настоящих нет, и власти очень нужен такой миф, а вот почему мы живем в такой стране, и почему нами руководят такие люди. И они хотят придумать, они пытаются все время что-то придумать. То они придумали вот эту сказку, что нет Путина, нет России, но это никто не поддержал. То придумали, что Путин это национальный лидер, но это не укоренилось. Потом Сурков перед уходом ввел понятие, один из чиновников администрации ввел понятие путинизм. Между прочим, понятием сталинизм ввел Каганович. Он плохо закончил, как известно, закончил жизнь самоубийством. Вот Сурков предложил ввести такое понятие путинизма, чтобы все жили в этой системе. Но это совершенно не укоренилось, и Сурков ушел. И вот сейчас наши власти фактически пытаются превратить историю Великой Отечественной войны в такой миф о войне, который всех объединяет, всех сплачивает, вот, но делается это через запрет альтернативных точек зрения, через запрет альтернативной информации, через выискивание каких-то тех, кто стремится оправдать нацизм, то совершенно искусственным путем выламываются руки, выкручиваются руки, и вот мы победили, значит, сегодня у нас та же страна, те же заслуженные руководители, это совершенно обществом не воспринимается. То есть вот есть ли такая идея или нет идеи, эта идея есть, она вытекает из нашей истории, но ее не дают высказать, не дают сформулировать, хотя по этой теме защищены и докторские, и книги написаны, и так далее, и так далее. А власть навязывает свою искусственную идею, которая совершенно неорганична и не может быть укоренена.
И такой вопрос, вот раз уж мы говорим о Дне народного единства, вот мы обсудили этот вопрос с социальной точки зрения, а вот с национальной точки зрения все знают, что народ России — это многонациональный народ, это и в Конституции написано. Вот можно ли говорить о том, что в России побеждены, раз уж сегодня День народного единства, побеждены национальные проблемы, ну, кроме, может быть, такого специфического региона, как Чечня, а, например, в отношениях с Татарстаном или с Якутией и Сахой, или все-таки разговор о том, что российский народ единый, многонациональный, это тоже больше конструкт, а на самом деле все это не так радужно? Ну, вы знаете, один из сложнейших вопросов для нынешней власти – это вопрос многонационального, федеративного характера государства и характера нашей страны. У нас действительно много народов, у нас федерация, но в системе вертикали власти никакая федерация невозможна. И об этом, собственно, говорят открыто в самых разных местах. Хабаровск выходит 3 месяца на митинги, требует вернуть своего губернатора, и теперь он уже требует, чтобы Путин ушел в отставку. Вот. То есть разные регионы не интегрируются, не сплачиваются, они сплачиваются просто через такую искусственную систему налогообложения. Но я хочу сказать одну простую вещь. Вот я убежден в том, что многонародность, многонациональность нашей страны – это ее историческое достижение, и такая страна может жить. Вот смотрите, в Англии есть шотландцы, есть ирландцы, есть англичане, и все они нормально сосуществуют и договариваются. Это одна страна, Великобритания. То есть могут быть разные народы, разные этнические группы, которые сплочены. В Грузии там есть и сваны, и аджарцы, там много очень этнических групп, но все они считают себя грузинами. Но для того, чтобы объединить страну, для этого нужна совсем другая политика. Для этого нужно признать многоголосие, для этого нужно признать разные права разных регионов. Я вообще думаю, что будущее России может переформатироваться в Соединенные Земли России. То есть это государство, в котором каждая территория имеет максимум прав, но внешняя политика, оборона и безопасность – это забота федеральной, центральной власти. А остальные вопросы решают на местах, потому что из Москвы невозможно управлять всеми, не то что там территориями за 1000 километров. Они не видят, вот я живу в Подмосковье, они не видят, что здесь происходит. Здесь ремонтируют шоссе, которое в прекрасном состоянии, сдирает новый асфальт, кладут опять новый асфальт. Потому что вертикаль, потому что положено вот 20% потратить на дороги. Они в порядке, но положено 20% потратить, они их тратят. Это бессмысленная форма управления. Вот если бы было самоуправление, как в Украине, вот сейчас прошли выборы в местные громады. Это очень важные вещи, хотя я знаю немало критических там рассуждений, но я убежден в том, что вопрос становления громады непростой. Но когда она заработает, это будет очень полезно, это будет очень эффективно. И вопрос о том, какую школу ставить рядом с вашим домом или не ставить, какую больницу открывать в 3 километрах от вас или нет, будет решать не Киев и не Москва, а будет решать сама громада. А это и нужно. Но в такой вот федерации, конфедерации земель найдется место Крыму? Или все-таки переформатирование России начнется с того, что нужно будет вернуться к международно признанным границам? Вы знаете, но я пока могу сказать только одно. Я только за международно признанные границы, я только за международное право. Но если я буду уходить в детали, то вы можете рассуждать свободно, а мне грозит статья Уголовного кодекса. Поэтому первое, что нужно сделать, нужно отменить цензуру, нужно антиконституционную, которая запрещена нашей Конституцией. Нужно возвратить свободу слова и организовать дискуссию свободную. Для меня очевидно, что, понимаете, вообще территория переходит из рук в руки. Так бывает, так было в прошлом, так бывает и сейчас. Но есть очень важный аргумент. Это признано международным правом или не признано? Если не признано, значит никакого перемещения не произошло. Более того, это приведет рано или поздно к тому, что за нарушение международного права нужно расплачиваться, нужно отчитываться. Вот Германия, Германская империя, кайзер
немецкий кайзер, который развязал Первую мировую войну и который проиграл. Вот Германия выплачивала репарации до 2010 года. Мало кто знает. От этого невозможно было уйти. Она развязала войну, потом, значит, Версальский мир, и на нее наложили такие репарации, что она вообще понять не могла, как же она их выплатит. Прошло 100 лет, а она в конце концов их выплатила. Поэтому международное право никто не отменял, отменить его невозможно. И отсюда вот все выводы, которые касаются Крыма. Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Игорь Чубайс, российский философ и публицист. А я напомню нашим слушателям, что вы можете позвонить к нам в эфир по телефону 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 29 05, если вы на материке. А мы продолжаем наш эфир. И с нами на связи Заир Смедляк, крымско-татарский активист, собственно, с полуострова. Заир, здравствуйте. Доброе утро. Итак, сегодня, 4 ноября, в России и в Крыму, который ею контролируется, выходной, потому что вот праздник День народного единства. И в этом году, конечно, из-за коронавируса ситуация такая, что никаких массовых мероприятий не будет, но праздник как бы остается праздником формально. Вот отмечали ли его в прошлом году, когда коронавируса не было, были ли какие-нибудь масштабные мероприятия, там, крупные мероприятия, или это такой вот камерный праздник, который есть у государства, но широкие народные массы конкретно на полуострове его не отмечают? Ну, как можно отмечать день, который вместо того, чтобы, например, говорят День народного единства. Какие народы он объединяет, когда, скажем, еще в недалеком прошлом это был День русского единства, когда русские националисты и нацисты говорили о величии русского народа и о ничтожности других народов. Как можно праздновать тот день, когда говорят о том, что вроде бы по Конституции нет никаких конфессий, которые государственные, и в то же время преследуются представители других различных конфессий, когда Министерство обороны строит там церковь, еще что-то такое. То есть, с одной стороны, говорят о единстве, с другой стороны, ставят памятники этому Айвану Грязному, тому типу, который не воспринимался даже самими русскими, как он был тиран, он был грязный, а не грозный. Грозным он стал потом позже, в летописи, когда переправили там пару букв. А то, что его выходки и все остальное, вот это сегодня о каком единстве? Это когда единицы разворовывают миллиардные бюджеты, а миллионы еле сводят концы с концами. То есть нету такого. Есть попытка замазать глаза и рассказать о том, что все хорошо. Вот мы вчера видели судебный процесс в Ростове, когда троим нашим соотечественникам за то, что они исповедуют ислам, за то, что они хотят жить лучше, чем вот та ситуация, в которой сегодня мы оказались, им дали сроки от 17 до 12 лет, да, в совокупности 42 года, когда не дают переместиться с одного региона в другой, когда родителям не дают возможности прибыть, да, на этот судебный процесс, который проходит, перекрывает полиция, ФСБ. Ну, то есть мы видим, когда говорят о величии одной нации, о величии одной конфессии, и все остальные просто-напросто растираются в пыль и прах. То есть о каком единстве можно говорить, и как могут праздновать представители других национальностей такой праздник. Его не было, празднуют его те, кто сегодня у власти, те, кто распиливает бюджет, ну и выгоняют там бюджетников, еще что-то. В этом году бюджетники хоть немножко смогут отдохнуть, посвятить себя домашним делам.
Вот вы говорите о том, что это больше праздник, который отмечают те, кто сейчас при власти. Формально по Крымской конституции все три народа главных, самых многочисленных на территории полуострова имеют равные права, и их языки равноправны. Мы знаем, что имеются серьезные основания говорить, что это не так, что ни украинский, ни крымско-татарский язык и культура не являются равноправными с русскими, но, может быть, в День народного единства официальные власти делают какие-нибудь хотя бы формальные заявления о том, что все равны и у всех все одинаково? Или российские власти в Крыму сейчас даже не поздравляют? Вот конкретно сегодня уже начался этот день. Есть ли какие-нибудь поздравления, официальные заявления к этому дню? Ну, поздравления, наверное, есть. Я особо за этим не отслеживал. Но скажу другое. Вот опять к Дню Единства. Да, вот такое решение суда обязать снести Украинскую православную церковь в Евпатории. То есть это действие, которое направлено на объединение. Это то, что говорит о единстве конфессий или народов. Ну, даже элементарно те здания, где проходят так званые суды, там вывеска только на русском языке. Хотя в Конституции записано, что государственными языками в Республике Крым являются русский, украинский, крымско-татарский. Хотя по всем законам пишется в обратном порядке, в алфавитном порядке. Такая практика используется. Ну, это опять об отношении к другим нациям, о единении, да, и опять, мы же помним, буквально несколько лет назад, когда эти русские националисты, нацисты проводили эти русские марши, когда их то же самое правительство, которое сегодня находится, запрещало, разгоняли. Что же это было? Ну, то есть сегодня просто посмотрели, ну, нужно какую-то кость бросить людям, пусть они друг с другом выясняют отношения, пусть выясняют, кто более великий, кто больше имеет прав на ту или иную территорию. Это как раз вот день великого раздрая, да, когда все пытаются именно делать таким образом, чтобы люди одного противопоставлять другому, один народ другому, одну конфессию другой. Ну, то есть вот такой день единства, вот такое оно единство сегодня в Крыму. Ой. Ну, вот к этому вопросу мы на Крым Реалиях, на нашем YouTube-канале задали вопрос читателям, зрителям, слушателям. День народного единства, дорогие крымчане, знает ли это что-нибудь день для вас? И получили ответ, ну, вот на момент начала программы проголосовало почти 1800 человек. Я должен напомнить нашим слушателям, что это не совсем социологически релевантная выборка, потому что она очень здорово смещена к молодым пользователям и к жителям городов, но тем не менее 1800 человек есть 1800 человек. Результаты таковы. Практически первое место делят между собой результаты. Для меня этот праздник единения всех народов России 15%, и мне не нравится этот праздник 14%. 10% говорит, что это для меня просто еще один выходной. 17% говорит, что он не живет в России, поэтому все равно, что ему там празднуют. Ну и, конечно, с гигантским отрывом 44% побеждает вариант «Я не из Крыма, покажите ответы». И вот следующий такой уже вопрос, чтобы подытожить вот все-таки 15% для которых этот праздник, 14 которым он не нравится, и 10 для которых еще один выходной. Есть ли вот на ваш взгляд, я понимаю, что это такой больше общий вопрос, но вот тем не менее, вот на ваш личный взгляд, есть ли какая-нибудь такая идея, которая может быть объединяющей, которая может быть положена в основу единства для жителей Крыма? Или такой идеи нет и придумать ее не из чего? Ну, идея, наверное, есть. Не каждую идею просто можно озвучить, обозначить. Да? Хотя бы начали с того, что
на первое место стал бы закон, уважение и к чужим территориям, и к чужому имуществу, уважение к своим гражданам. Ну, наверное, люди хотят жить хорошо, и это, наверное, самое главное. Но, к сожалению, сегодня имеем то, что имеем. Ну, вот все-таки я попробую еще раз подойти к этому вопросу. Жить хорошо, это, безусловно, очень важно, и уважение к закону тоже. Просто я думаю, что такую идею могут, ну, такая идея может там быть в любой стране, на любой территории, и все люди, и народы, и граждане любой страны и территории ее поддержат, ее разделят. А есть ли что-нибудь такое вот уникальное для Крыма, вот что выделяет жителей Крыма и позволяет им чувствовать свое единство? Или все-таки, вот я зря настаиваю, такой конкретно общекрымской идеи нет, и каждый народ в Крыму имеет что-нибудь свое? Ну, я скажу, сегодня Крым, ну, скажем так, разделен серьезно. Есть различные точки зрения и по тем процессам, которые произошли, и по той перспективе, которая может нас ожидать, да. Поэтому, ну, как-то говорить то, что хочу и вижу я, то, что считаю, например, сделает Крым лучше и жизнь крымчан лучше, ну, сегодня при этой власти невозможно, когда кругом цветет коррупция, я еще раз повторяю, когда единицы разворовывают миллиарды, а миллионы нищенствуют. Люди это все видят, знают, боятся сказать. Есть чувство страха, потому что сегодня не так просто в Крыму сказать свою мысль. Даже те, которые вчера и праздновали День русского единства и все остальное, потом русскую весну, сегодня уже преследуются за то, что они говорят точку зрения свою, которая не нравится властям. Это довольно... ну, мы не можем сказать, что это не так, потому что это довольно очевидно. У нас даже есть комментаторы на Крым-реалиях, которые, я точно это помню, в 2014-м поддерживали установление российского контроля над Крымом, а потом отказались от этой точки зрения и теперь преследуются российскими властями. Но я вот вернусь назад, тут мне вспомнилось, вы говорили о том, что были, значит, в Крыму до этого, до сегодняшнего дня не только русские националисты, но и русские нацисты. Вот русская идея, она... вот как вам кажется, вот я понимаю, что вы не представитель там никаких русских движений, вот она поддерживается государственными властями, или вот русский такой национализм, русский нацизм и то, что сейчас строится в Российской Федерации, это не одно и то же, по крайней мере, в Крыму? Ну, достаточно заявлений президента по отношению к тому, что, ну, по языкам, да, и тех действий, когда стали преследоваться те, кто желает обучаться на родном языке, а мы такие примеры в Татарстане помним, знаем, в других регионах, когда сегодня даже вроде имея независимость, обучаться на родном языке стало проблематично. Сегодня, опять повторяюсь, когда Министерство обороны строит, да, церковь, а что в армии нет иудеев, мусульман, нет буддистов, там шаманистов, нет атеистов, к чему такое разделение? Я знаю, например, во многие горячие точки отправляют и тех, и других, и третьих. А почему сегодня строится церковь, а не строится, например, синагога, не строится там буддийский храм, мечеть?
Ну, мне кажется, что это риторический вопрос, и когда-нибудь, я думаю, что мы на него все получим ответ. Сейчас я благодарю вас за то, что вы были с нами. Это был Заир Смедля, крымско-татарский активист с полуострова. И сейчас мы продолжаем наш разговор с Максимом Осадчуком, крымским историком и общественным активистом. Максим, здравствуйте. Да, привет. Итак, вот День народного единства, 4 ноября, который, по идее, должен объединять всех. Вот, на твой взгляд, он объединяет всех вот россиян, или вот только он объединяет русских, а все остальные россияне, они все-таки так этим праздником и не охвачены? Ну, сейчас говорим о территории России в целом. Да, я бы сказал, что это очередной идеологический праздник, который используется для мобилизации определенной части электората, населения вокруг некоторой повестки. И в случае с 4 ноября это довольно искусственно сконструированная история, которая в свое время призвана была создать как бы некий образ существования некой русской нации. Да? И не случайно на протяжении многих лет именно российские ультраправые, иногда откровенно фашистские, нацистские силы группировались вокруг этой даты. И так называемые русские марши, печально известные, которые в свое время собирали довольно много людей под открыто нацистскими, российскими лозунгами, они проводились именно в этот день. А сегодня? Сегодня, насколько я могу, по крайней мере, наблюдать со стороны, праздник включен в общегосударственную путинскую идеологическую канву, и он как бы должен, да, символизировать якобы некое единство России, как известно, по словам Владимира Путина, нет границы, есть только горизонт. Но, насколько я могу судить, с этой ролью он едва ли справляется, потому что участие населения, которое традиционно более озабочено такой советской ностальгией, да, для которой главные праздники это 7 ноября, да, и 9 мая у них свой фланг, и для них как бы и флаги другие, и ценности немного другие, да. С другой стороны, есть пока еще, к сожалению, небольшая, но прогрессивно мыслящая либеральная часть населения, которое тоже не слишком-то как бы апеллирует к этой идее общероссийского надидеологического единства, да. И в итоге выходит, что праздник, в общем-то, довольно формальный и внутренне пустой получается. И праздновать его некому. Но это если Россия. А вот если мы сейчас вот вернемся к Крыму, который нас в Крым-реалиях больше всего интересует. Вот в Крыму правые движения, которые существовали до 2014 года, они были частью общероссийских? Они ориентировались вот на единую там русскую нацию с теми русскими, которые в России? И после 2014 года растворилось ли вот русское движение в Крыму с общероссийским? Или все-таки крымские русские это не совсем то, что российские русские? Ну, я думаю, что мы все помним еще задолго до драматических событий 2014 года, как местные русские, да, активисты, профессиональные русские, как я их называл, так как их все называли, наверное, да, они как бы стремились, небольшие маргинальные, откровенно политические организации, в том числе движение нынешнего премьера, так называемого Крыма Сергея Аксенова, русское единство, они как бы стремились быть более русскими, как бы, чем граждане самой России. И стремились показывать свою лояльность к московскому политическому проекту, даже в откровенно неподходящих как бы для этого условиях, и в итоге эффект был довольно комичным. С другой стороны, присутствовали еще более как бы радикальные ультраправые силы, которые, да, как бы стремились к более тесной интеграции со своими российскими идеологическими братьями. Всякие славянские союзы, например, да, как бы, которые имеют не случайно созданную аббревиатуру СС. Ну, это было модно вот где-то 2005-2008 годы, 2010, когда вот был расцвет именно крайне правого такого национализма, российского насилия, в том числе на улицах Москвы. Кстати сказать, вот эта проблема роста как бы насилия на национальной почве в свое время, да,
она очень серьезно охватила Россию вот в нулевых годах, когда убийства мигрантов и студентов, особенно из стран Центральной Азии, в Москве стали абсолютно бытовым явлением, да, именно на российской почве, да, то есть это страна, которая гордится тем, что она одолела фашизм в 1945 году. Сейчас эта история закончилась, слава богу, то есть частично власть подавила эти движения, но вот те крымские правые, которые были активны в нулевых на территории полуострова, они как-то, по моим наблюдениям, сейчас включились в общероссийскую идеологическую канву или вступили в ряды всяких добровольных формальных организаций, типа казачества, НОТ, СЕРП и так далее. Либо же просто ушли на крайний маргинальность. То есть, как бы, знаешь, кого-то включили, интегрировали, а кого-то выключили. Ну, да, вот на такой вот развилке мы заканчиваем, к сожалению, уже время вышло, заканчиваем нашу программу. Я благодарю Максима Осадчука, крымского историка и общественного активиста, за его мнение. Напомню нашим слушателям, что сегодня в России и в Крыму, которым она управляет, выходной день, 4 ноября, в честь Дня народного единства. Ну, пишите в комментариях к этой программе, празднуете ли вы, если празднуете, то что именно, а не просто очередной выходной день. С вами был Сергей Громенко. Большое спасибо за то, что слушали самое крымское в мире радио Крым Реалии. И, конечно, ни в коем случае не переключайтесь. Скоро продолжим эфир.